данный момент мы видим следы лисицы, которая идет с восхода на запад. По горячим следам более 400 егерей отправляются считать не только лисиц. Лоси, кабаны, косули, зайцы-беляки и русаки. Всего 17 видов животных в Татарстане. Охотничье поголовье учитывает ежегодная лесная перепись. Лось где-то на 14% поднялся. Это нас радует всегда. Косули на 25%. Тетерев тоже стал уже подниматься. Численность растет, однако нынешняя аномальная зима добавила трудностей животным. Косулям сейчас сложно найти корм, а медведь и вовсе вышел из спячки. Недалеко деревня Ильинка выходил медведь. Как шатун, прямо в деревню пришел, натоптал и ушел. В этом году в связи с теплой зимой затирку следов разрешили проводить на снегоходе. Площадь Зеленодольского охотхозяйства 28 тысяч гектар, и пройти его на лыжах не так-то просто. Длина маршрута 16 тысяч километров. Это почти половина длины экватора. Его проходят дважды. С собой навигатор, журнал и теплые валенки. На поиски уходит до 4 часов в день. Снег – это как чистая бумага. Да, на ней все написано, только уметь читать следы. Да, отобразить ее на учетной карточке, предоставить. Есть определенные формулы, которые позволяют нам, значит, подсчитать количество зверя. От результатов переписи зависят лимиты на охоту в новом сезоне. Сейчас учетчиками обследовано уже 65% маршрутов. Сколько диких животных живет в нашей республике, станет известно 28 февраля. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольский район. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.